У нас на связи скайпом Диана Дуцик, независимый медиаэксперт. Здравствуйте, Диана. Добрый вечер. Дианочка, скажите, пожалуйста, вот мы говорим с Дмитрием Карпом, обсуждаем медиаимперию Медведчука. У него есть свое видение каналов, на которые он влияет таким или иным образом. А насколько вот ваше видение, ваше мнение, насколько эта империя сейчас велика и какой у нее потенциал? Ну, вы знаете, наверное, сейчас утверждать на 100% мы можем только предполагать, что Медведчук имеет отношение к этим каналам по каким-то косвенным причинам, да, поскольку по документам собственники совершенно другие. Ну и, собственно, мы видели, что, например, телеканал News One, он перешел в управление к Портнову, да, но как бы редакционная политика этих телеканалов в определенном смысле тенденциозна. Да, если мы говорим о 112-м, о News One, об этих телеканалах. Вот вы как анализируете? Ну, вот для меня как бы критерием является набор спикеров, да, которые перетекают с одного канала на другой, как в сообщающих сосудах, да, и набор тем. Ну, как бы Украина в неудачах кругом, ничего не получается, и даже безвиз уже стал неудачей, там еще что-то неудачей, они занимаются проблемой церкви с понятной стороны. Вот что для вас является маркерами пророссийскости каналов сейчас? Ну, это вы действительно сказали о самом главном, это наличие экспертов, да, в эфире тех телеканалов, которые имеют такую выраженную пророссийскую политику, пророссийскую позицию. Это да, хотя надо признать, что на самом деле на эти телеканалы ходят и политики, и эксперты с другими взглядами. И тут в этом смысле определенно есть манипуляция, поскольку с одной стороны вроде бы они предоставляют слово всем, но с другой стороны они активно продвигают и часто приглашают вот тех вот экспертов и политиков, которые имеют пророссийские взгляды. И очень сложно в этом смысле ну, как бы доказать эту пророссийскость и сказать, что вот за этим стоит Россия, поскольку они всегда говорят, что мы имеем право на свободу слова, и мы вот так вот думаем. Да? И в этом самая большая проблема. Но на самом деле есть еще другие моменты, на которые нужно обращать внимание, и обращают внимание эксперты и журналисты. Это то, что телеканалы манипулируют откровенно определенными вещами и определенной информацией, например, социологической. Да? То есть, ну, можно, вот недавно был такой скандал, да, связанный с социологией, которую проводила фонд «Демократические инициативы», и, собственно, фонд вынужден был заявить, что телеканал некорректно интерпретировал данные их социсследования, пытаясь эти социсследования использовать для того, чтобы показать, что якобы рейтинги партии «За життя» растут. Да? Но вот еще один момент, на который я буквально недавно обратила внимание, я писала об этом у себя в Фейсбуке, о том, что 112-й телеканал давал так называемую джинсу в эфир о партии, который называется «Разумна сила», да, и вообще, то есть тут сам факт. Это же та партия, Диана, извините, секундочку, я просто уточню для зрителей. Это та партия, которая фигурирует в деле Бабченко, в прослушках СБУ, как партия, я о ней тогда впервые узнал, на самом деле, как партия, которая получает финансовую поддержку из Кремля. Извините, продолжайте. Да, и вот меня удивил не сам факт джинсы, потому что эта проблема джинсы, она общая для всего медиапространства. У нас медиа таким образом, к сожалению, зарабатывают многие, но содержание этой джинсы меня поразило. И содержание было в том, что эта политическая сила поехала на территорию временно оккупированную территорию, которую Украина не контролирует, в Луганск,
Луганск, да, и там лидер этой политической силы фактически пиарился. Видео было там на вокзале, который не рабочий, и он якобы привез туда декларацию о мире, да, и призывал стороны, власть прекратить, значит, эту войну. Хотя, мне кажется, он поехал не туда, ему надо было ехать к Путину и Путина призывать к тому, чтобы прекратить эту войну. Тут, конечно, у меня вопрос не только к телеканалу, который показал эту джинсу, да, откровенную и такого содержания. Тут вопрос и к самой политической силе, что дает такие действия, и вопрос к СБУ, которое дало разрешение этой политической силе на въезд на неконтролируемую территорию, потому что эта политическая сила заявила, лидер этой силы заявил, что они въехали на эту территорию с разрешения СБУ. СБУ это не опровергло. Поэтому тут много вопросов ко всем на самом деле в этой ситуации. И опасность в том, что на самом деле мы заходим в очень жесткую избирательную кампанию. Эти телеканалы, они будут использоваться в том числе и в контексте избирательной кампании, и мы это уже видим вот на этом примере, и, к сожалению, будут спекулировать и манипулировать темами как раз войны и Донбасса. И в этом большая опасность.